28 чэрвеня дзень вызвалення Шклоўскага района ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Роўна 80 гадоў таму Шклоўская земля была вызвалена ад фашысцкага прыгнёту падчас беларускай наступальнай аперацыі «Баграцыён» вайсковымі падраздзяленнямі 70-й стралковай дывізіі. У гэту памятную для ўсіх шклаўчан дату у аграгарадку Стараселья прайшоў мітынг, прысвечаны гэтай юбілейнай даце. Спякотная раніца 28 чэрвеня. Плошча аграгарадка Стараселья. Сёння тут нязвыкла шматлюдна. Сабраліся тут не толькі мясцовыя жыхары, але з найбліжэйшых вёсак і нашага горада. На плошчы ў брацкім пахаванні ляжаць 139 салдат, якія цаной свайго жыцця заваявалі мірнае неба Беларусі. Па традыцыі кіраўніцтва раёна, прадстаўнікі працоўных калектываў, арганізацый, прадпрыемстваў, а таксама грамадскасць у даніну найглыбокай павагі усклалі кветкі і вянкі да падножжа помніка. Ад кіраўніцтва раёна выступіў старшыня раённага савета дэпутатаў Александр Давыдович. 28 июня – особенная дата для Шкловского района. Ровно 80 лет назад 42-й, 70-й, 153-й и 222-й стрелковыми дивизиями, частями сил штурмовой и истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта был освобожден Шклов и Шкловский район. Этот день особенно дорог для солдат, офицеров, тружеников тыла, всех тех, кто вписал в историю Шкловщины свои ратные трудовые подвиги. 28 июня навсегда останется символ доблести и славы, начало возвращения к мирной, свободной и созидательной жизни. В то суровое время ярко подтвердилась истина о том, что непобедим народ, защищающий свою родину. Высочайший моральный дух наших людей стал залогом и одним из основных факторов Великой Победы. Невосполнимые тяжелые потери понесла в годы Великой Отечественной войны и Шкловщина. Город Шклов был превращен в руины. Трагическую судьбу всемирно известной Хатыни разделили 18 деревень Шкловского района. Почти 9 тысяч мирных граждан, наших земляков, за годы Великой войны были уничтожены врагом. На фронтах и в партизанской войне погибло более 6,5 тысяч уроженцев Шкловщины. Около 3000 человек было угнано в фашистское рабство. В наших благодарных сердцах вечно живы те герои жестоких боев, которые проходили на Шкловской земле. 27 июня при освобождении деревни Староселья оборолась судьбы 110 советских воинов, чьи имена навечно занесены на плиты братской могилы. В нашей памяти те, кто отдал свои жизни за Шкловскую землю, за мир и счастье многих поколений. Уважаемые друзья, в этот знаменательный день искренне желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости, согласия, счастья, мира и добра и благополучия. Пусть в этот день всегда будут праздновать силы духа и гордости за наших земляков и наше Отечество. С праздником, с Днем освобождения Шкловского района! Словы віншавання ў гэты дзень прагучалі таксама ад ваеннага камісара Шклоўскага района Александра Осипенко, а таксама ад члена Савета Магілёўскай абласной арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларуси» Кристины Никитиной Осмоловской. Дорогие друзья, в этом году наша страна отмечает юбилей великого события. 80 лет прошло со дня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Около 1100 дней длилась оккупация Беларуси. Страшные вещи творили оккупанты. Эти события навсегда останутся в памяти и в сердце белорусского народа. Проект «Сохраним историю», созданный Республиканским общественным объединением «Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, призван рассказать правду, историческую правду о тех страшных событиях. Более 40 тысяч памятных мест объединены в данном проекте. Каждое памятное место, материалы по каждому памятному месту очень тщательно отбирались и проверялись для того, чтобы сохранить первоначальные факты истории. От лица
Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» от себя лично поздравить вас с замечательным праздником, с 80-летием освобождения Шкловского района от немецко-фашистских захватчиков. Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, мирного неба над головой, стабильности, уверенности в себе, в своих силах и в завтрашнем дне, мира и добра в каждый дом, в каждую сім'ю. У мэтах захавання гістарычнай праўды і перадачы яе з пакалення ў пакаленне, а таксама ў рамках праекта «Захаваем гісторыю» адбылася ўрачыстая устаноўка таблічкі на помніку з QR-кодам, перайшоўшы па якім можна даведацца пра гісторыю подзвігу герояў. Великая Отечественная война. Сколько бы лет ни прошло, она всегда будет болеть в сердцах ветеранов, в наших сердцах. И мы должны помнить о их подвиге, о их ратном труде, которые помогли сохранить нашу Родину. И в этот день хотелось бы поздравить всех присутствующих, выразить особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиги, за то, что они ценой собственной жизни подарили нам светлое будущее. А также хотелось бы обратиться и к молодому поколению. Берегите нашу историческую память, наши традиции, уважайте и чтите свою семью, нашу Родину. Еще раз с праздником, благополучия, здоровья и счастья. Увечары на плошчы раённага дома культуры адбыўся святочны канцэрт. Са сваімі канцэртнымі нумарамі выступілі артысты раённага дома культуры, выхаванцы і выкладчыкі дзіцячай школы мастацтваў, а таксама цэнтра дзіцячай творчасці «Прамень».